Добрый вечер. Сегодня 14 июня, вторник. Это 838-й день аннексии Крыма. Заман на АТР. В Украину прилетели узники Кремля Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. Их обменяли на обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 в Одессе, на россиянина Евгения Мефедова и гражданку Украины Елену Глещинскую. Самолет Минобороны приземлился в Борисполе. Пресс-конференции не было, потому что их обоих сразу госпитализировали. Кортеж из 6 машин во главе со скорой помощью направился прямо в больницу. Там сейчас находится наш корреспондент. Декілька тижнів тому її не буде. Тут, в аеропорту Бориспіль, не буде такої церемонії зустрічі. Тобто, у зв'язку з їх станом здоров'я, відразу ж транспорт з ними поїде до лікарні на вулиці Верхній. В Крыму за 1000 рублей, это около 400 гривен, можно называть крымских татар татарской мордой и оправдывать депортацию. На такую сумму российский суд полуострова оштрафовал Ирину Бобылеву за оскорбление медсестры Ульвии Сейтмамбетовой. Крымская татарка прибыла в составе кареты скорой по вызову. Ирина Бобылева, которая вызвала скорую, узнав, что медсестра крымская татарка, начала ее оскорблять. Вела себя очень агрессивно. Девушка обратилась в Феодосийский суд, который и назначил за оскорбление 1000 рублей штрафа. В суде не было, собственно говоря, обвиняемой в административном правонарушении. В суде не было свидетелей. Однако в суд был предоставлен их пояснение. И поэтому суд решил уже рассматривать и завершить рассмотрение этого дела сегодня. Данная статья подразумевала, по которой обвинялась крымчанка, некто Бобылева, если не ошибаюсь, Ирина, достаточно преклонного возраста женщина, подразумевала наказание в виде штрафа, там, если я не ошибаюсь, от 1000 до 5, если я не ошибаюсь. И в итоге суд назначил штраф в виде 1000 рублей. Данный штраф, насколько я понимаю, выплачивается государству, то есть это административное правонарушение. У Сейтмамбетовой Ульвии есть право в рамках гражданского производства подать иск о возмещении морального и материального ущерба. Подача иска о моральном и материальном ущербе пока еще не принято. То есть девочка думает, обсуждает с родственниками, с близкими. Северокавказский военный окружной суд начал допрос свидетелей по делу Хизбут-Тахрир. В Ростове-на-Дону рассматривается дело в отношении 4 мусульман из Крыма: Ферата Сейфулаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Руслана Зейтуллаева. Все 3 опрошенных сегодня свидетеля отказались от своих прежних показаний во время досудебного расследования. По словам адвоката Эмиля Курбединова, свидетели заявили, что не имеют претензий к подсудимым, а об их причастности к Хизбут-Тахрир они слышали из чьих-то слов и сами это не утверждают. В Симферополе задержали редактора издания «Аргументы недели Крым» Алексея Салова. Об этом сообщила его коллега Анастасия Мединцева. Она утверждает, Салов был в международном розыске. 2012-го Октябрьский районный суд города Владимира приговорил Салова за вымогательство к 1 году колонии поселения на материковой России. Но на место отбывания наказания он не явился. Сразу поехал в Украину, в Крым. После этого его объявили в розыск. Оккупационный праздник «День России» в Севастополе провели совместными усилиями Министерства культуры и обороны. 12 июня на полигоне под Севастополем выступали исторические реконструкторы, танцевальные и вокальные коллективы. Также были танки, БТРы, грады. А еще шел набор в армию по контракту. Экспозиция военной техники, в которой танки, современные машины «Рысь», «Тигр», бронированные машины, а также артиллерийские зенитные комплексы. У нас гости могут залезть в эти машины, посмотреть, покрутить под присмотром военных и почувствовать себя, наверное, одним из членов боевого экипажа. Это предназначено для уничтожения гидротехнических сооружений противника. Также имеет нулевую плавучесть. Если дамба под охраной противника находится, под мощной, нам надо эту дамбу уничтожить. Мы можем не тратить жизни людей для захвата дамбы, а сверху по течению 3-4 штуки таких отправить вниз, километром выше этой дамбы.
И одна из них, но она дойдет до дамбы. Как только эти усики коснутся дамбы, будет взрыв. Винтовка снайперская специальная, винторез. А это что-то из новейшего вооружения? Да нет, я бы не сказал, что это новейшее. Это, Спасибо. так скажем, не так частый экземпляр пока в войсках. А почему она такая? Потому что для спецопераций, спецподразделения спецопераций, не общевойсковая. Сайт «Крым Реалии» поинтересовался на улицах Симферополя, как горожане относятся к России. Люди пенсионного возраста поддерживают приход агрессора на полуостров. Молодежь поддержки не выражает, однако и осуждать боится. Я всегда говорю, что это сейчас в школах, чтобы вот воспитывали так, как нас. Вчера вот ко мне с России, там, с Чебоксар приехали в гости, тоже спрашивают, ну как вы тут привыкли, вот первый раз приехали сюда. Я говорю, я согласна в лаптях ходить, но чтобы только в России. Ну, Россия, для меня это родина. Я родилась в России, поэтому для меня Россия есть Россия. Для меня это все. Для меня Россия – это моя страна, моя родина. Я родилась в России, в Оренбурге. Поэтому сейчас для меня Россия – это все. Я очень рада, что пришла к нам Россия. Для нас Россия. Вот мы проходим мимо Креста Спасителя, там, где находится Петр Первый. Мы всегда говорим: Петр Первый, грусть, Россия. Ребенок об этом знает. Поэтому очень гордимся своей родиной России. Для нас Россия – это все, ради чего мы шли всю жизнь к ней. Нет, я не буду отвечать. Можно на этот вопрос? Не знаю, была там. Это красивая очень страна, куча берез. Вот. Могучая держава. Ну, для меня конкретно лично, ну, по-моему, ну, близко я с ней не касаюсь, но Россия сделала Крым лучше, надеюсь. Россия – страна, что убивает. Такой флешмоб провели в Варшаве. Украинцы под посольство России принесли гроб, венки и кресты. Активисты Варшавского Евромайдана легли вдоль забора посольства, символизируя убитых украинцев на Донбассе. Десятиметровый памятник российской императрице Екатерине II планируют открыть в крымской столице. Его уже привезли из Москвы. Очередной памятник имперской эпохи хотят установить в бульварном парке Симферополя. Впервые памятник Екатерине II был возведен в конце позапрошлого века к столетнему юбилею первой аннексии Крыма в 1783 году. С приходом большевиков его демонтировали. В 90-е годы пытались восстановить памятник императрице, но идею не поддержали ни в Киеве, ни в Крыму. «Украина понад усе». Этот лозунг скандировали футбольные фанаты в оккупированном Симферополе. Несмотря на аннексию, многие болели за национальную сборную Украины, которая сыграла в стартовом матче Евро-2016 со сборной Германии. Вынужденные переселенцы у Кабмина провели флешмоб, требуя отменить изменения в постановление 637. Правительственные нововведения дискриминируют людей, уверены участники акции. Они позволяют лишать статуса переселенцев, если людей не будет дома во время проверки. А без этого статуса нельзя будет получать материальную помощь, а пенсионеры-переселенцы не смогут получать пенсию.
Бессовестные чиновники, бесправные переселенцы. Гройсман, ты видел, что принимал? Под стенами Кабмина собираются возмущенные жители Донбасса и Крыма. Изменения в правительственное постановление 637 ужесточают контроль за переселенцами. Если вы читали постановление, да, там написано, что, к примеру, они могут отправлять запрос украинским пограничникам и смотреть затем, пересекали ли линию размежевания или нет. То есть таким образом возвращались они туда или нет. Поэтому есть ряд норм, которые ограничивают, что их могут лишить этого статуса. Нововведения позволяют лишать людей этого статуса, если их не окажется дома во время проверки мобильной группы, которая будет создана с участием соцслужб, СБУ и полиции. Мой муж пенсионер. Придут с проверками. Он что, должен приковаться цепью дома и сидеть? Или как? Он не имеет права никуда поехать. Только, это понимаете, я считаю, что это геноцид украинского народа. Это мое такое понятие. Вот как фашисты шестиконечную звезду на еврейский народ вешали, вот точно так же нам сейчас власть доводит до того, что нам вот переселенец и под колючую проволоку. Чем это чревато конкретно для крымчан? Согласно закону о свободной экономической зоне, мы становимся резидентами в Украине только когда получаем справку переселенца. До этого мы не резиденты. Если нас лишают этой справки, мы становимся опять не резидентами, фактически по правам, не гражданами Украины. Я считаю, что это легализованная схема лишения гражданства крымчан. По новым правилам, решать, назначать ли социальные выплаты будет специальная комиссия. Для этого она должна оценить социально-бытовые условия переселенца. При этом критерии оценки неизвестны. Социально-бытовые условия людей отслеживаются только в том случае, если эта выплата связана, например, с их материальным положением. Какой доход имеет там, малоимущим семьям, где можно исследовать. Или, например, выплаты на ребенка, в котором исследуют социально-бытовые условия, достаточные условия ли для воспитания ребенка. Понятно, что нет никаких критериев для получателя пенсии. Какие социально-бытовые условия должны быть у пенсионера для того, чтобы он имел возможность получать свою пенсию. То есть я думаю, что это вопрос просто перенесение из одного законодательства в другое совершенно не соответствующих норм. То есть нельзя исследовать социально-бытовые условия тех людей, для создания которых вы ничего не приложили. Под стенами Кабмина ограждение из колючей проволоки. За ней граждане Украины. С каждым их обращением в госорганы за помощью их статус гражданина теряется за ярлыком «переселенец». Активисты Крымсоц и Востоксоц провели театрализованное представление, чтобы показать, как права гражданина на социальную помощь и пенсию теряются за бюрократическими препонами. Правительство делает все то, чтобы мы, переселенцы, ненавидели это правительство и государство Украины. Они нас делают второсортными людьми. Они делают то, все, чтобы мы уехали с территории Украины, подчиненной Украины, там, где оккупированная территория. Я не поддерживаю эту власть, ЛНРовскую, не хочу поддерживать. Я не могу там находиться морально. Понимаете? Но у меня нет другого выхода. У меня очень маленькая пенсия по инвалидности. Мне ее не выплачивают. У меня очень маленькое пособие. Мне его тоже сейчас не выплачивают. Под крики «Позор» к митингующим вышел замминистра социальной политики Украины Виталий Мущинин. Он заявил, что правительство готово к сотрудничеству. Одночасно прийняттям цих постанов Кабінет міністрів прийняв рішення Мінсоцполітики за участю робочої групи, яку створите ви, доопрацювати ці порядки і їх удосконалити. Тому я всіх запрошую до співпраці. А ганьба будемо кричати після того, як співпраця у нас не вийде. Активисты потребовали от Кабмина отменить нововведение. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. В Грузии стартовали съемки фильма Ахтема Ситаблаева «Ее сердце» о крымской татарке Саиде Арифовой, которая в годы Второй мировой войны спасла 88 еврейских детей. Часть съемок будет проводиться и в Киеве, а имя актрисы на главную роль пока держит в секрете. Я хочу вам сказать, во-первых, спасибо всем за то, что мы вот такой вот крымско-татарско-украинская, грузинская, германо-русско, израильской, еврейской группой, латвийской группой начали съемки нашего фильма. Очень грустно, что мы не можем снимать в Крыму по всем известным причинам. С другой стороны, это очень символично, что мы снимаем в стране, которая очень много знает про то, что такое достоинство, очень много знает про то, что такое боль,
и еще больше знает про то, что такое надежда. И для меня, как для режиссера, это очень символично. Я благодарен этой стране за ее гостеприимство, за то, что она так приняла нашу группу. Это история просто с большой буквы о матери, о детях, о надеждах, о боли, о смелости и о любви. Вот. Поэтому, помолясь Всевышнему, я разбиваю эту тарелку в добрый нам всем путь и сбор. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.